Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня в пресс-центре Международного информационного агентства «Спутник» мы будем говорить о предстоящем закрытии купального сезона. У нас в гостях начальник государственной инспекции по маломерным судам Тенгиз Сабов. Тенгиз, мы рады вас приветствовать. Здравствуйте, все присутствующие. Итак, как прошел этот купальный сезон, какие в целом итоги с точки зрения безопасности на воде, какие ваши основные впечатления? Я расширенно расскажу. Официально у нас купальный сезон по республике был открыт 5 июня, закроется 15 октября. Даты открытия и закрытия купального сезона не обязательно должны совпадать с курортными или туристическим сезоном, так как купальный сезон для всех людей, независимо от гражданства и так далее, это в первую очередь для местных жителей. Это я объясняю, потому что кто-то вместе хочет совместить и курортный сезон, и купальный сезон. Сроки купального сезона заблаговременно устанавливаются органами местного самоуправления и предварительно объявляются через средства массовой информации и оповещения населения. Как мы видим, теплая погода располагает к приятному времяпрепровождению у воды, и многие купаются круглый год, в принципе, в основном местные жители. И хочу сказать, напомнить, о необходимости соблюдения правил безопасности на водных объектах, в основном на пляжной территории, в море. В первую очередь не заплывать далеко от берега, и в штормовую погоду, соответственно. С начала 2025 года в Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии зарегистрировано 13 происшествий на водных бассейнах Республики Абхазия. 7 человек погибли, 6 человек удалось спасти. Из 18 зарегистрированных водных объектов, пляжей, в 2025 году были готовы к безопасному отдыху граждан на воде 10 пляжей. В основном это пляжи, которые находятся в аренде администрации городов и районов. Если брать городские пляжи, хочу подчеркнуть, что готовы были пляжи поселка Гудзера и частично город Сухум. Основная проблема городских пляжей – это отсутствие матросов-спасателей на пляжах. Чтобы пляж был готов по всем нормам к безопасному отдыху граждан, я в принципе всегда перечисляю, но тем не менее, если нужно, могу перечислить все эти 5 пунктов. Самое важное – это первое – обустроить спасательный пост, то есть это спасательная вышка для осмотра, спасательное плавсредство, спасатель, обученный для спасения людей в случае чрезвычайного происшествия на воде. Второй пункт – обозначить границы заплыва, то есть ограничительные буи. Третий пункт – провести подводные работы по очистке дна пляжа. Четвертый пункт – выставить сигнальные мачты, разрешающие и запрещающие купание. Пятый пункт – обозначить технические зоны для маломерных судов. То есть, выполнив все эти пункты, пляж считается готовым к безопасному отдыху граждан на воде. По невыполнению данных требований в 2020 году нами были инициированы проект закона Республики Абхазия в части установления ответственности за нарушения в сфере охраны жизни людей на водных объектах, который был принят Народным собранием парламента Республики Абхазия 27 июля 2022 года, где указано: статья 60, прим. 1, нарушение требований и запретов, установленных законодательством Республики Абхазия, регулирующим охрану жизни людей на водных объектах. Первое. Нарушение требований к пляжам и другим местам массового отдыха людей на водных объектах, установленных законодательством Республики Абхазия, регулирующим охрану жизни людей на водных объектах, влечет наложение административного штрафа в размере от 9 тысяч рублей до 12 тысяч рублей. Главы администрации городов и районов, не подготовившие пляжи для безопасного отдыха граждан на воде,
к открытию купального сезона за совершенное правонарушение были подвергнуты административным штрафам в размере 12 тысяч рублей. Также все владельцы пляжных территорий и главы администрации городов и районов Абхазии осведомлены, что согласно постановлению Республики Абхазия об утверждении правил охраны жизни людей на пляжах и в местах массового отдыха населения у воды запрещена продажа спиртных напитков. Но, тем не менее, мы можем наблюдать визуально, что на пляжных территориях практически во всех городах в открытую продаются спиртные напитки. Именно на пляжной территории, там, где люди отдыхают, купаются. Это в каждом городе, большинство это в городе Гагра, Пицунда, ну и в Сухуми тоже много пляжей, где в открытую продаются спиртные напитки. В Кодекс Республики Абхазия о судопроизводстве по делам административных правонарушениях также были введены поправки в виде штрафных санкций на граждан, нарушающих закон на водных объектах. То есть нарушение запрета на пляжах и в местах массового отдыха населения у воды установлено законодательством Республики Абхазия, регулирующим охрану жизни людей на водных объектах, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 600 рублей до 1000 рублей. То есть не купаться в темное время суток, не заплывать за буйки в зону судоходства, не купаться в море в состоянии алкогольного опьянения, не купаться в море в штормовую погоду. Но это все должно контролироваться в первую очередь матросами-спасателями, то есть пляжи, если подготовлены, если все пункты, указанные в данном постановлении, есть, соответственно, это все можно контролировать. Также запретить, как я до этого сказал, людям заплывать далеко от берега, если на воде нет ограничительных буев, либо вести контроль соблюдения купания граждан в трезвом состоянии. Это очень сложно для нас в первую очередь. Так как в штате Государственной инспекции по маломерным судам, я не раз это подчеркивал, очень мало сотрудников, и для контроля граждан на водных объектах нам часто помогают сами люди, которые фиксируют нарушения, допустим, судоводители, которые заходят в зону купания, таких очень много, и мы даже просим самих людей, чтобы они это засняли на телефон и передавали нам, потому что любое судно, у него есть портовые номера, и, соответственно, мы можем зафиксировать его неправильные, так скажем, поведения на воде. С этими всеми проблемами мы сталкиваемся из года в год на протяжении многих лет, но картина, можно сказать, практически не меняется. Я не раз подчеркивал, что для чиновников любого ранга самая главная задача, задача номер один, это обеспечение безопасности людей. Это неважно на водных объектах, в горах, на суше и так далее. Но, как мы видим, не все относятся серьезно к этому делу. Скажите, пожалуйста, вы привели часть статистических данных. Как это соотносится с показателями прошлых лет? Какая динамика, удалось ли снизить количество происшествий? И второй вопрос. Какая основная причина большинства инцидентов с отдыхающими, ну и с местными жителями? Ну, если брать остальные года за 5 лет, можно сказать, вот 3-4 года назад было очень много происшествий на водных бассейнах. В прошлом году 7 человек у нас утонуло, в этом году тоже 7 человек. Основная причина, как я подчеркнул, в основном тонут люди в море. Основная причина – это неготовность пляжей к безопасному отдыху граждан. Соответственно, людей никто не контролирует, они заплывают далеко за буйки в жаркую погоду днем, и, соответственно, им может, если человеку в возрасте, если человек, соответственно, у него сил не хватает обратно плыть, и его никто не контролирует,
Также купаются в штормовую погоду, тоже основная причина, когда большие волны и люди не могут выплывать. Вот это основные причины, почему тонут люди. Расскажите, пожалуйста, как была организована работа вашей инспекции в пик сезона и что бы вы хотели выделить как основное достижение или улучшение в вашей работе? Ну, в нашей работе в основном у нас по спасению, как я сказал, в штате очень мало людей, поэтому возможности спасать людей у нас очень мало. Бывает, но очень редко. В основном у нас инспекционные работы, проводим часто рейдовые мероприятия, это и сами, и совместно и с пограничниками российскими, и с МВД, это и по берегу, и, то есть по суше, и в море. Это эффект имеется. То есть мы проверяем все маломерные суда и, соответственно, когда мы находимся в море, контролируем и людей, чтобы они в первую очередь не заплывали. Мы им объясняем, если они не хотят обратно, есть и такие люди, которые не хотят обратно плыть к берегу, и приходится припугнуть штрафами. Тогда только они могут обратно идти и плыть. Вот что касается нашей работы, в летний период очень плотная у нас работа, это и по инспекции, и по спасению, и, так скажем, самая сложная работа — это найти труп утопающего, потому что люди тонут не только в море, но и в озерах, и реках, и мои водолазы часто что они только и ищут утонувших. И в таких сложных местах очень трудно найти, в основном в озерах, потому что там видимость очень плохая, поэтому практически на ощупь работают водолазы. С этим мы сталкиваемся, с такими проблемами. Да, пожалуйста. 13 происшествий, вы сказали, чаще всего где они происходят и почему там, может быть, какие-то наблюдения? Ну, чаще всего они происходят в море. Я имею в виду районные участки. Районы, вот по Гагарскому району, то есть Пицунда, Гагра, потому что там больше всего людей отдыхают. В основном это отдыхающие, потому что они, как я подчеркнул, в нетрезвом состоянии заходят в море в штормовую погоду, и они себя не контролируют, они в нетрезвом состоянии думают, так скажем, себя, ну, то есть, грубо говоря, кайфануть, как они любят говорить, и заходят в море в нетрезвом состоянии в штормовую погоду. В основном это вот та часть Гагра, Пицунда. В Сухуми более-менее мы здесь находимся, наш центральный пункт здесь, мы как-то более-менее контролируем и успеваем в некоторых моментах контролировать и спасать людей. В Сухуми, в городе Сухум, есть пляжные территории, где есть спасатели. Вот на территории Сириуса проходили в этом году соревнования по спасателям. И вот город Сухум, у них городские спасатели, 3 человека участвовали и показали себя с неплохой стороны. Сейчас не скажу, что первое место заняли, но тем не менее неплохо себя показали по спасению людей в море. По предписанию на всех городских пляжах должны быть спасатели, Да. правильно же? Да. Где они есть, если говорить по стране, и где их нет? По городам они есть, но вот, как я сказал, по городу Сухум, городской пляж, их всего 3. Это очень мало на такую территорию. Вот по Гулрыбскому району там более-менее как-то охватывают эту всю площадку. В основном спасатели есть вот на территориях, где в аренде пляжи. Там, в принципе, сейчас, если даже они не профессионалы,
спасателей, но тем не менее они умеют как-то реагировать, и у них есть плавсредства, гидроциклы, катер и так далее. Они совместно и работают, и заодно зарабатывают деньги на этих гидроциклах, и, соответственно, могут и функции спасателей выполнять. Таких случаев очень много было. То есть только Сухуми, Кудыриш, в Да. других городах у нас нет. В других городах у нас нет спасателей. Ну, понятно, людей не хватает, а вот как-то ваш МЧС может как-то на это повлиять, не знаю, и вообще что за это предусмотрено? Какие-то, может, штрафы? За это я же говорил, за это предусмотрены штрафные санкции. Мы, в принципе, всех глав администраций городов, кто не был готов, мы их оштрафовали. Но дальнейшие действия не изменились. Так же, как пляжи не были готовы, так они и не готовы. Мы довели это, в принципе, и до президента совместно, ну, то есть я министру доложил, и мы довели это до президента. Дальше уже со своей стороны мы не можем ничем. А размер штрафа какой? Размер штрафа 12 тысяч. Ну, там сам факт оштрафования главы администрации. Там сейчас не в размере штрафа суть. По итогам работы этого лета планируются ли какие-то изменения в работе инспекции на следующий сезон? Может быть увеличение штата, какая-то кадровая работа, новые меры контроля или изменение законодательства? Да, я вас понял. В общем, в первую очередь вот нам увеличили вот зарплаты за тот месяц. Мы буквально вот сейчас получили зарплату повышенную. В основном люди к нам не шли на работу из-за зарплаты. Очень низкая зарплата была. И сейчас, я думаю, многие подтянутся, люди, которые хотят работать. Есть таких очень много, которые знают и подводные работы, то есть и водолазы. Я думаю, многие придут и захотят работать. И в штате тоже мы, я думаю, будем увеличивать штат, потому что это неприемлемо такой низкий штат в нашей структуре государственной инспекции по маломерным судам. Я думаю, это очень положительно повлияет на нашу работу, в первую очередь по надзору водных объектов. В среднем на сколько процентов работает? Практически на 50% подняли зарплату. Это средний? Да. Какими критериями определяется, вот скажем, если будет подбор специалистов, прямо скажем, в Абхазии, я так думаю, что с профессиональным образованием не так много людей, которые могли бы функции спасателя выполнять, тем не менее для людей, которые имеют желание развиваться в этом направлении, есть ли возможности из других специальностей, по каким-то физическим, может быть, данным, привлекать людей к работе и их обучать для того, чтобы в будущем они могли эти функции выполнять. Вы имеете в виду на пляже спасателей? Да. В принципе, у нас в Абхазии есть такая фирма, где могут подготовить спасателей за очень малое время. Буквально за 2 недели они их обучают и теории, и практики, и выдают сертификат матроса-спасателя. Таких фирм, по-моему, насколько я помню, 2. Одна находится в Сухуми, у них есть сертификат российский, они как международный стандарт выдают сертификат о том, что человек является матросом-спасателем. Обучают, как полагается, я лично к ним приходил, смотрел, как происходит это обучение. Очень эффективно, и я думаю, если люди будут готовы, главы администрации найдут людей, будут оплачивать им достойную зарплату, то и люди тоже будут приходить, молодые, здоровые ребята, в летний период подзаработать денег. А сколько водолазов у нас вообще в стране? У нас в инспекции? Да. У меня по штату 4 водолаза-спасателя. Они все в Сухуми находятся, в районах? Так нет. В районах у меня только по инспектору. Очень мало, да. Конечно, тем более они дежурят сутки. То есть один дежурит, один отдыхает. Ну, конечно, в случае чрезвычайного происшествия мне приходится всех собирать, я в том числе, в выходной, не выходной.
летом мы все собираемся и выполняем эту работу. Уважаемые коллеги, может быть, остались вопросы. Если вопросов нет, наша пресс-конференция подошла к концу. Уважаемые гости, спасибо, что нашли время принять участие в нашем диалоге. Мы с вами Спасибо. прощаемся. До новых встреч.